предыдущей серии. Осень, 1482 год. Киев был охвачен паникой. К городу-крепости со всех окраин сбегались люди, образовывая настоящую давку у ворот. Такого Киев не помнил со времен походов хана Батыя. Но те времена давно остались в прошлом. Так что же могло вызвать у киевлян такой ужас и что могло угрожать Киеву? На протяжении нескольких дней в город не только стекались крестьяне из соседних сел. Монахи из Киево-Печерского монастыря перевозили в Киев сокровищницу. А киевский воевода и одновременно великий гетман литовский Ян Хаткевич отдал распоряжение спешно готовиться к обороне. К городу стремительно приближалась крымская конница. Всего несколько дней, и крымцы займут предместье, а далее одному Богу известно, как развернутся события. Конницу возглавлял сам крымский хан Менглигерай. Он был союзником великого князя Литовского и короля польского Казимира IV Ягеллона, которому формально принадлежал Киев. Однако события на международной арене тех лет разворачивались таким образом, что союзникам пришлось выяснять отношения с оружием в руках. Итак, ровно через 4 дня после того, как киевляне узнали о приближении крымских татар, Менглигерай подошел к предместьям Киева. Причины похода Менглигерая на Киев в 1482 году следует искать в 70-х годах 15 века. На историческую сцену выходит еще один претендент на трон в Сарае – хан Ахмед, которому в наследство достались земли в Поволжье. Хана Ахмеда не покидала навязчивая идея утвердить на всей территории империи чингисидов свою власть. Но в Крымском улусе по-прежнему находились главные соперники – гераи, над которыми одержать победу было не так легко. К тому же многие влиятельные беи и мурзы Великой Орды, а следовательно и их люди, признавали главенство именно рода гераев, прямых потомков Чингисхана. Великий князь Литовский и король польский Казимир IV Ягеллон в 1480 году отправляет в Крым дипломатическую миссию. Ее цель – укрепить отношения между двумя государствами – была достигнута. Однако теплые отношения ханства и Москвы подталкивают Казимира вступить в двойную игру. Летом того же года он принимает послов от хана Ахмеда, которому обещает военную поддержку кампании против Московии. После гибели хана Ахмеда активную борьбу за возрождение ордынского трона продолжили его сыновья. О том, что Казимир вступил в новые переговоры с ордынцами, сообщает Менглигераю московский князь Иван III, который всячески старается показать свою преданность крымскому сюзерену. Терпение крымского хана было на пределе, и в Крыму приняли решение выяснить отношения с Казимиром. В 1481 году Киев был неприступной твердыней с крепостью и оборонительными сооружениями. Он был гораздо скромнее в размерах, однако считался довольно крупным просветительским, культурным, торгово-ремесленным центром. Основная жизнь в городе была сосредоточена на Подолі. На той час Київ, за даними дослідників, нараховував десь від 5 до 7 тисяч чоловік населення, і це населення здебільшого проживало на Подолі, тобто в нижньому місті. Але верхнє місто воно не було занедбано після 13 століття, як вважали. Софійський собор був діючим храмом, в ньому продовжувалися богослужіння, і тому говорити про те, що і Софія занепала, і верхнє місто ми не можемо. Але все-таки основне життя вирувало на Подолі. В 1455 году король Казимир IV фактически упразднил Киевское княжество, превратив его в воеводство и посадил сюда своего наместника, литовского магната-католика Мартина Гаштольда. Местное население выступило против. Горожане не пускали его в Киев. Лишь собрав значительное литовское войско, Гаштольд смог войти в город. Однако Киев продолжал оставаться духовной столицей Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В 1480 году Киевское воеводство возглавил шляхтич, великий гетман литовский Ян Хаткевич. Именно ему спустя 2 года предстояло встретить крымско-татарское войско и дать надлежащий отпор. По крайней мере, на это надеялся король Казимир.
Поход крымского хана Менглигерая был весьма резонансным событием тех лет. Это было первое масштабное военное мероприятие со времен образования Крымского ханства. Возможно, именно по этой причине большинство составителей летописей, как первоисточников тех лет, считали своим долгом подробно изложить осенние события в Киеве 1482 года. Важно отметить, что летописи и хроники, упоминающие о походе Менглигерая на Киев, делятся на несколько категорий. Киевские, то есть украинские, польско-литовские, европейские и русские. И здесь начинается самое интересное. Если в украинских и польско-литовских хрониках говорится, что по воле Божией перекопские, то есть крымские татары, взяли Киев, а далее описывается сам исторический факт как трагедия, то в русских летописных сводах оправдывается вторжение крымских татар тем, что Казимир заключил союз с татарами Ахмеда. Более того, русские летописи умышленно избегают даже намек на вассальную зависимость московских князей от Крымского ханства. Напротив, и Воскресенская, и Симеоновская летописи сообщают, что поход крымского хана на Киев был осуществлен по просьбе великого московского царя Ивана III. Даже тогда в монастырских архивах Московии уже работали профессиональные фальсификаторы. Однако хроники, сообщающие о походе, а это украинская хроника Дворецких, синодик Киево-Печерского монастыря, Киевский синопсис, хроника литовская и жмойцкая, львовская, софиевская, никоновская летописи и многие другие, хороши как источник, который сообщает о точном времени похода 1482 года и о том, как разворачивались события. Итальянец Винсенто де Доминика сообщал, что крымский хан Менглигерай двинулся на крепость Ман-Керман, то есть Киев, со всем своим войском. На тот период Менглигерай мог действительно собрать до 100 тысяч своих воинов. Но это было явное преувеличение. Менглигераю не требовалось столько аскеров для того, чтобы совершить поход к крайним границам своего государства, так что, скорее всего, Киеву подошло от 10 до 20 тысяч аскеров. Киевский воевода Ян Хаткевич узнал о приближении крымской армии за 4 дня до ее прихода и стал спешно готовиться к обороне. Под защиту стен Киевской крепости собрались жители всего города и окрестных селений. Туда же были перенесены казна и драгоценности из Киево-Печерской лавры. Менглигерай подошел к Киеву в первых числах сентября 1482 года. Гданьский хронист Каспер Вейнрайх сообщал, что у крымских татар была техника для осады и штурма. Но, как известно, она не понадобилась крымцам. Крымский хан не стал приближаться вплотную к крепости и тем более идти на ее штурм. Со стороны Менглигерая, как полководца, это был стратегически важный шаг, ведь воевода отдал бы приказ обстрелять наступающее войско из пушек и отбить атаку, а войско понесло бы большие потери. Держа основные силы на расстоянии от крепостных стен, хан велел зажечь опустевшие деревянные кварталы, окружавшие крепость. Пламя быстро охватило постройки и перекинулось через укрепленную цитадель. А очень скоро ворота распахнулись, и люди, охваченные паникой, устремились навстречу крымцам. Київ пал без единого вистріла. Що стосується походу хана Менглігерая, то тут треба знову ж таки зважити на ту боротьбу всередині Орди і боротьбу з Великим князівством Литовським, яке посилило тут свої позиції. І за Київщину фактично стало боротися і Московське князівство, і Велике князівство Литовське. І зрозуміло, що для хана такий розклад, який послаблював обидві держави, в цілому був би з політичного погляду вигідний йому, тому що він би тоді міг поширити сам свій вплив на ці території, які він вважав також своїми. Але цей похід відбувся за фактично намовлянням Івана III, який відправив посольство до Криму, відповідно з дарунками, для того, аби Менглігерай послабив Велике князівство Литовське, яке воювало з Московським, шляхом такого нападу на Киев. Покидая горящие укрепления, защитники Киева попадали в плен к крымскому войску. Среди пленников оказался и сам воевода Ян Хаткевич с семьей и много известных шляхтичей, которые смогли позже вернуться домой за большой выкуп. А после того, как пожар утих, в город вошли крымские отряды. Они собрали там богатую добычу.
Надо отметить, что город не пострадал от сильного пожара, устояли древние храмы. Правда, в хрониках сообщается о том, что пострадал от пожара Киево-Печерский монастырь. Более того, уцелел даже Киевский, или, как тогда было принято его называть, Литовский замок. Менглигерай с Киева отправил своего посланника в Москву сообщить о своем походе Ивану III. Посланник ехал не с пустыми руками. Победитель пожелал отправить подарки своему вассалу. Это были 2 драгоценных трофея из собора Софии Киевской – золотую причастную чашу и золотой поднос для богослужений. Ці подаровані предмети з Софії, звісно, мали і таку матеріальну цінність, як предмети з дорогоцінного металу, але в очах московського князя вони мали більше такого сакрального значення, і, мабуть, це сакральне навіть переважало над матеріальним, тому що це речі з центру митрополії. І хоча митрополія Київська, вона розділилася, і фактично митрополит або був в Москві, або в Новогрудку Литовському, тим не менше Київ і Софійський собор залишався митрополичим храмом. Тому навіть при всіх розкладах і розміщеннях митрополитів вони все-таки лишались митрополитами київськими. І предмети, які уособлюють владу митрополита, вони потрапляли туди фактично до Москви. Якби, можливо, Іван III міг, він би просто взяв би і пересунув би собор. Наприклад, ми зараз можемо те саме бачити, коли Володимира, князя, встановлюють пам'ятник у Москві, хоча він там і не був. Тобто все це веде свій початок ще з 12 століття. Воно під різними формами існує вже протягом кількох століть. Король Казимир IV не мог отплатить крымскому хану ответным ударом, он предпочел уладить дело миром. Но здесь интересна позиция самого короля, известная благодаря его собственным документам. В своем послании, а точнее в грамоте житомирскому наместнику Сеньку Романовичу, было указано, что Киев был сожжен татарами по Божьей воле. Та же мысль проскользнула в его послании крымскому хану Менглигераю. Великий князь Литовский, король польский Казимир был глух к просьбам окраин о помощи. Точнее, его не интересовала судьба Киева. Поход Менглигерая, вероятно, имел своей целью отодвинуть литовские границы от Крыма. Тогда остановить крымцев около Буга и в низовьях Днепра вряд ли было возможно. Писатель и историк XVI века Сигизмунд Гербенштейн указывал, что пограничными городами Литвы с ханством были Черкассы, Канев и Киев. Посол Великого княжества Литовского в Крымское ханство, мемуарист и этнограф XVI века Михалон Литвин называет пограничными с крымскими татарами города Киев, Канев и Черкассы. Венецианский посол Амброджио Конторини пошел еще дальше. Проезжая по землям Киевщины, он называл Киев поселением пограничным с татарами, а стороны Днепра разделял на литовскую и татарскую. Татарской стороной Конторини считал левый берег Днепра. Но было бы ошибкой воспринимать его слова буквально. Большая часть Днепровского левобережья принадлежала литовцам, которые воспринимали Киев как южные ворота Великого княжества Литовского. Вероятно, сам же киевский воевода Ян Хаткевич не ожидал визита Менглигерая. Он хорошо знал о том, что в 1481 году между Казимиром и Менглигераем состоялись переговоры, и уж никак не ожидал, что дело примет совершенно другой оборот. Поэтому не был готов противостоять большому войску Менглигерая. Успех похода Менглигерая на Киев был настолько позорен для Казимира IV, что почти все польские хронисты умалчивали об опустошении города и его окраин крымцами. Конечно же, в ханские времена крымские татары не раз наведывались в Киев, и это были не только военные походы. Крымцев с Киевом связывали культурные и торговые отношения.